Правительство Северной Осетии и Федеральный центр проектного финансирования подписали соглашение о намерении создать проект по эффективному обращению с отходами. Стихийные свалки в Северной Осетии могут исчезнуть уже через 2 года. Для переработки и утилизации бытовых отходов появятся специальные полигоны. Премьер Сергей Токоев отметил, что подписание этого документа стратегически важно для республики. К реализации проекта планируется также привлечь инвесторов. Задача, которую республика хочет решить, создать комплексную систему управления отходами, это очень сложная задача. В стране совсем немного субъектов Российской Федерации, которые находятся в стадии уже подхода к тому, как это решать. Поэтому это требует и привлечения большого количества знаний, большой организации сотрудничества с муниципалитетами, очень много сложных вещей и требует в том числе и ресурсов. В этой связи мы являемся партнером республики в части, касающейся того, чтобы определенные компетенции привлечь, в том числе направлены на то, чтобы можно было систему управления отходами создавать за счет внебюджетного финансирования. Очередным счастливым обладателем универсальной электронной карты стал глава администрации Владикавказа Сергей Дзантиев. Документ мэру вручил вице-премьер Леонид Кисельбреннер. Обо всех особенностях функционирования УЭК рассказал директор Центра информационных технологий Дмитрий Рейсих. Сотрудники ЦИТа также поведали градоначальнику о своих проектах и разработках, которыми уже пользуются горожане. Электронный документооборот в последнее время набирает все большую популярность. Современными услугами можно пользоваться через многофункциональные центры. Количество имеющихся в них окон рассчитано на 170 тысяч жителей. Совсем скоро МФЦ должны появиться в промышленной и северо-западной частях города. Уже многие жители города забыли проблемы, связанные, когда ходят с одной организацией в другой, со сбором всевозможных справок. То есть реально в городе и в республике реализуется этот проект. Сегодня город оказывает около 12 услуг, а вообще 24 услуги планируется перевести в электронный вид. Это до конца текущего года. В 3 владикавказских школах открыли буфеты. Они оснащены по последнему слову техники: спутниковое телевидение и Wi-Fi зона. Буфеты открываются в рамках муниципальной целевой программы «Школа как центр досуга» и охватывают все средние учебные заведения города. Основная цель – создать необходимые условия для того, чтобы дети смогли с интересом и пользой свободное время проводить в школе. В рамках муниципальной целевой программы около 1500 детей из малообеспеченных семей имеют право на бесплатные обеды. Существует и республиканская целевая программа «Школьное питание». В ее рамках бесплатным питанием обеспечиваются 4500 детей. В их числе не только ребята из малообеспеченных семей, но и часть младшеклассников. Все расходы покрывают городской и республиканские бюджеты. За прошедший год подобные буфеты открылись в 6 городских школах. В ближайшее время планируется еще 6. В рамках целевой программы будут охвачены все школы Владикавказа. Очень рады, потому что и поварам легче будет туда-сюда не бегать, чтобы детям тоже лучше было, чтобы они все были рады, что у нас открылся такой замечательный уголок, и то, что там будут продавать все. Во Владикавказ из французского собора Парижской Богоматери прибыли частицы орудий страстей Господних. Перед христианскими святынями верующие обращаются к Богу с молитвой о мире, помощи в нужде и скорби, об избавлении от бед и болезней. До 10 апреля частицы пробудут в Илинском храме Владикавказа, выставлять в других местах их не будут. Все это было возможным благодаря тому, что такая благая, добрая воля христиан Европы, в частности Франции, именно это обстоятельство дало возможность привести эти святыни в Россию. Владыка наш участвовал в переговорах, владыка Зосима. В Республиканском дворце молодежи стартовал североостинский этап фестиваля «Студенческая весна». В этом году тема творческого конкурса «Наша молодость, наша свобода». В первый конкурсный день участники состязались в исполнении эстрадных песен, классического вокала и инструментальной музыки. Мастерство студентов оценивало профессиональное жюри. В его составе заслуженные артисты республики и педагоги колледжа культуры. В ближайшие 2 дня студенты также выявят лучших в театральном направлении и оригинальном жанре. Имена победителей станут известны 5 апреля на грандиозном гала-концерте. Финальный тур, который проходит сейчас, до этого каждое учебное заведение проводит у себя отборочные туры, либо формирует делегацию своего учебного заведения и представляет уже на финале.
Здесь на финальных турах мы будем формировать из числа победителей делегацию, которая поедет на российскую студенческую весну во Владивостоке, которая пройдет с 15 по 19 мая.